Все мы знаем, что пропаганда в Советском Союзе была настолько сильна, что не верить ей было почти преступлением. Но именно казахи никогда не поддавались этой пропаганде, даже в Советском Союзе. Все народы в Советском Союзе, переселенные на казахские земли, считались как отрицательным элементом, и местному казахскому населению запрещалось к ним подходить и тем более помогать. Однако, несмотря ни на что, казахи всегда пытались помогать людям. «Белое золото», «белый комочек жизни», так его назовет русская девушка Анна Петровна, преподаватель истории из Ленинграда. В казахские степи в ГУЛАГ ссылали людей со всех республик, среди них были ученые, крестьяне или просто несогласные с режимом Советского Союза люди. Из еды была вода и кусок мерзлого хлеба, вот и все, что давали узникам того времени. Но несмотря на запрет, казахи искали пути помощи этим людям. Казахи понимали, что напрямую они никак помочь не смогут. Тогда они начали сперва оставлять белые камни вдоль дороги. Однако заключенные не поняли. Тогда казахи начали отправлять своих детей вдоль забора, и дети кидали эти белые кругляшки в них. Только спустя время заключенные догадались, что это был курт. Курт был богат кальцием и витамином D, обладал антибактериальными и антисептическими свойствами, и те, кто ел курт, держались дольше. Многие благодаря ему пережили страшную зиму в то время. Позже, спустя десятилетия, выжившие назовут курт белым золотом. Нас спасли казахи. Спас нас курт. Белое золото. Маленький белый комочек жизни. А вы знали, что казахов признали одним из самых гостеприимных народов в мире? Некоторые скажут, что это черта характера, и она не может быть присуща целому народу. Однако, именно у казахов гостеприимство передается на генетическом уровне. Это качество у казахов вырабатывалось тысячелетиями. Ведь именно от казахского гостеприимства могла зависеть целая жизнь. Казахское гостеприимство уходит своими корнями в древние обычаи и особенности кочевой жизни. Жизнь казахов проходила в многокилометровых степях. Климатические условия были суровыми. Летом плюс 40, зимой минус 40. В таких суровых климатических условиях выживание часто зависело от местного казахского гостеприимства. Любой путник мог оказаться в опасности, сталкиваясь с холодом, зноем или отсутствием воды, и отказать ему в приюте считалось не только немыслимым, но и опасным для жизни путника. Такое качество, как гостеприимство, для казахов не было просто добротой душевной, отражающей положительное отношение и щедрость к принимаемым гостям. Нет, для казахов принять гостя считалось священным долгом. Каждый, кто приходил к казаху, воспринимался как гость, независимо от того, был ли он другом, врагом или просто случайным путником. Казах обязан был принять гостя и напоить его лошадь. Гостеприимство у казахов считался степным законом. И сегодня многие казахи отличаются чрезмерным гостеприимством. Только у казахов есть фраза «все самое лучшее гостям». Однако, они даже не подозревают, что это качество передалось им на генетическом уровне, которому их предки придерживались тысячелетиями.